Церемония открытия Дней культуры и искусства Кыргызской Республики в Российской Федерации началась с видеообращений президентов Садыра Джапарова и Владимира Путина. Сотрудничество в сфере культуры между нашими народами остается важным аспектом дружбы, отметили лидеры двух государств. В это же время за кулисами к праздничному вечеру готовились кыргызстанские и российские известные творческие коллективы и исполнители. Мы с удовольствием выучили песню, которая будет звучать в финале. Первый куплет будут петь артисты из Кыргызстана, потрясающие вокалисты. Нам даже было волнительно выступать после них. Второй куплет поем мы, артисты из России, а потом мы поем все вместе. Нас 8 человек на сцене, звучит такой прям большой-большой ансамбль. Песня называется «Россия, Кыргызстан». На праздничный вечер подбирали те самые номера, которые продемонстрировали самое лучшее, самое важное и дорогое, что есть в кыргызской культуре. Заслуженный артист Кычурбаев исполнил отрывки из эпоса «Манас». Это выступление мы обсуждали с руководством Министерства культуры. Мы рассказывали о Манасе, о его храбрости, великодушии и мудрости, а также о том, какое большое значение имеет эпос «Манас». То есть, в первую очередь, перед нами стояла задача просветить зрителей о личности нашего батыра Манаса. Всего артисты двух стран представили 21 номер. Были приглашены исполнители и творческие коллективы из самых разных театров и концертных организаций. Познакомить российского зрителя с кыргызским народным инструментом комузом прибыл ансамбль музыкантов «Акак». Мы будем работать вместе с балалайчниками. Они разучили наше произведение, находясь здесь, а мы разучили их произведение еще в Бишкеке. Мы его и раньше играли, поэтому для нас это не составило труда. В то же время в соседней гримерной раздаются звуки русского народного инструмента балалайки. Это секстет музыкантов Национального академического оркестра России имени Осипова. Уже скоро балалайчники выйдут на сцену, сольются с нашими комузистами и заиграют захватывающий дух марш Ботой. Значит, нам прислали записи, мы их, как говорят музыканты, сняли, то есть мы записали на ноты записи исполнению народной киргизской музыки. Затем ноты репетировали, также подготовили свои, и коммузистки, и коммузисты, ребята и молодые девушки. Вот замечательно играют, на нас произвело неизгладимое впечатление их исполнения. Культура – это вершина дипломатии во всем мире. Каким бы ни было общество, человек или государство, всех сближают культурные отношения. И подобные масштабные мероприятия – это прямое доказательство тому. Концерт в Большом завершила новая музыкальная композиция под названием «Россия, Кыргызстан». Мне больше всего понравился эпос «Манас», албетте. Мен Манас Данджик Шикирым. Очень мне понравился номер, где была музыка, написанная дирижером, и кони бежали. Это вот просто очень-очень впечатлило, потому что характер, мне кажется, киргизского народа такой динамичный, подвижный, мощный. Он вот в этом номере очень хорошо выразился. Я сама с Киргизии, и я очень рада, что попала на сегодняшний концерт. В целом программа мероприятий Дней культуры весьма насыщена. Это фестиваль кыргызского кино, выставки Национального исторического музея и Союза художников Кыргызстана, театральные спектакли, гастроли эстрадно-симфонических и фольклорных оркестров, презентации книг, форум интеллигенции двух стран. Мадина Низамова, Мэримбек Джусубек Улу, Таттыбүбү Кенже Акунова, ЛТР, Бишкек.